мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Он всю жизнь был уверен в том, что родился в самом красивом месте на Земле. Родился он 9 мая 1936 года в деревне Комарин. Сейчас это городской поселок Брагинского района, и находится он в 27 километрах от Чернобыльской зоны. Полесье, его родина, всегда были для него счастьем, радостью и болью. Из Комарина когда-то он ушел в большую жизнь, попал в мир искусства, но всегда в своей душе и сердце сохранил благодарность к родной земле, к тем людям, среди которых он жил, рос, благодарность за их талант и мудрость, за красоту природы, которой он восхищался. Он автор 20 монографий по истории изобразительного искусства Беларуси, более 300 работ, публикаций по истории изобразительного искусства Беларуси, известный искусствовед, доктор искусствоведческих наук, лауреат Государственной премии Беларуси. При всех этих регалиях и званиях он оставался мальчишкой, душа которого была поражена красотой родной земли, душа, которая хотела, жаждала знаний об истории своего народа. И к истории своего народа он относился очень трепетно, он тревожился, он любил все, что было связано с его родиной. Он, Виктор Шматов. Я пражыла са сваім бацькам амаль усё жыццё, у тым ліку апошнія 10 гадоў. Я памятаю яго з маленства як чалавека з каласальнай працаздольнасцю. Ён працаваць пачынаў разам з птушкамі. У 5-6 гадзін раніцы у яго ўжо былі планы на ўвесь дзень. І для яго вельмі важна было мець добрую фізічную форму.
І таму ён альбо бег, альбо абліваўся сцюдзёнай вадой, альбо маржаваў, калі гэта была зіма. Пасля у яго яшчэ заставалася пару гадзін на тое, каб папрацаваць над артыкуламі, над манаграфіямі. І гэта было яшчэ да пачатку працоўнага дня. Калі я яшчэ была маленькай, ён ніколі на мяне не ціснуў. Бацька хацеў, каб я сама шукала свой уласны шлях у жыцці. І пазней ужо свой уласны твар у мастацтве. Але ў нейкія складаныя моманты жыцця я ведала, што побач бацька. Ён быў увогуле чалавек незвычайны, і характар у яго быў яскравы, своеасаблівы. Ён не пераносіў будзённасці. Ён не любіў размоваў на нейкія бытавыя тэмы. Але ён вельмі любіў разважаць аб сэнсе жыцця, пра мастацтва, пра лёсы гісторыі нашай краіны, пра ўвогуле лёсы прызначэння кожнага чалавека ў жыцці. У яго было добрае пачуццё гумару. Умеў падгледзець рысы ў розных з'явах жыцця, у людзях, з якімі ён сустракаўся, і даць вельмі трапныя характарыстыкі. І прычым ён мог выкарыстоўваць як цытаты вялікіх, так і народныя прымаўкі і прыказкі. Адной з яго самых любімых была прыказка «Кожная хвоя спявае песню свайму бору». І я думаю, што мой бацька адзін з волатаў культуры другой паловы 20-го стагоддзя. Очень долгие годы Виктор Федорович вел дневники. В этих дневниках рассуждения о жизни и искусстве, о встречах с самыми разными людьми, о событиях его жизни и очень яркие, короткие, как вспышки, фрагменты детской памяти. Это не просто любопытно, это интересно, это впечатляет. Художника делает великим не техника, а любовь к своему народу. Может, оно потому и искусство, что рождается в муках. Бездарности все делают легко. Сделанных произведений много, созданных единицы. Настоящий рисовальщик рисует деталь, а смотрит на всю фигуру. Настоящий художник пишет дерево, а видит перед собой всю страну. Настоящий талант, начиная каждую работу, чувствует себя так, как будто начинает впервые. Если о вас при жизни написали монографию, это еще не значит, что вами заинтересуются после смерти. Он вспоминает о своей семье, об отце Федоре Шматове, партийном деятеле районного масштаба. Рассказывает о том, как в начале войны вместе с двумя братьями, сестрой и мамой они уходили из Комарина, они шли в Сумскую область по дорогам войны, среди пожара, смерти, под бомбежками, как возвращались в Комарин и как дважды немцы чуть их не расстреляли. Он с восторгом описывает, как ехал в Минск поступать в художественное училище, рассказывает о своих впечатлениях, когда он побывал в картинной галерее, с восхищением отзывается об Льве Лейтмане, преподавателе живописи. Рассказывает о том, как ночевал в подъезде на лестничных клетках, на подоконнике в общежитии, потому что не хватало в общежитии мест. И как его друг, тоже будущий художник, классно рисовал талоны, по которым можно было получить обед в студенческой столовой. Он пишет о своих встречах, о коллегах, о друзьях.
Это очень интересно, это как маленькие фрагменты мозаики. Если их все соединить в единую картину, то получится замечательная книга о жизни замечательного человека, каким и был Виктор Федорович Шматов. Мое знакомство с Виктором Федоровичем относится дзесьці до конца 80-х годов. Первое, что кинулось у вочы мне, это его незвычайный спокой, такие роўныя адносіны да супрацоўнікаў и некая такая заўсёды узрушаная, эмоциональное ўспрыняцце свету. Ён з захапленнем адносіўся літаральна да кожнай з'явы, кожнага чалавека, з якім ён сутыкаўся. Гэта рыса яго характару для мяне была вельмі важнай. Яшчэ одна такая рыса яго характару, якая мне запомнілася ўжо пазней, калі ён рэцэнзаваў маю кандыдацкую дысертацыю, это яго незвычайная прынцыповасць. Калі гэта тычылася навукі, ён ніколі не ішоў ні на якія кампрамісы. Які б ты добры да яго не быў сябра, калега, выдатны чалавек і гэтак далей, для яго гэта было як быццам бы крышку потым. А вот на першым месцы это стаяла якраз адносіны да навукі, да яе чысціні, да яе праўды. І тут ён ішоў літаральна на ўсё, каб адстойваць свае інтарэсы, але разам з тым у яго не было аўтарытарнасці. Свет беларускіх мастацтвазнаўцаў не такі ўжо шырокі і вялікі, і Віктор Фёдорович, безумоўна, вылучаўся сярод іх як асобная фігура. І тым не менш ён ніколі не падаўляў сваім аўтарытэтам. Я адчуваў тады, калі я назіраў яго работу з аспірантамі, іх было даволі многа, не толькі аспірантамі, але і дактарантамі нават. Ён прыслухоўваўся да думак вот гэтых людзей, яго вучняў. Ён штосьці раіў, ён прапаноўваў, ён згаджаўся. Віктор Фёдорович у свой час зразумеў важнасць, неабходнасць, вартасць збору помнікаў этнаграфіі народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Чарнобыльскай зоны. І дзякуючы менавіта яму зараз у музеі знаходзіцца унікальнейшая калекцыя, аналагаў якой больш нідзе няма. В одном из залов штаб-квартиры Европарламента в Брюсселе находится живописное полотно под названием «Мать». Автор этой картины Виктор Шматов. Это одна из лучших его работ и одно из лучших произведений в белорусском изобразительном искусстве, посвященных теме матери, теме Родины. Виктор Федорович Шматов – яркий пример опровержения устоявшегося мнения, что в искусствоведы идут люди, которые не состоялись как художники. Или художник, или теоретик.
Он был и хорошим художником, и прекрасным искусствоведом. Человеком, которому было подвластно многое. Теория искусства, история искусства, практика, творчество и настоящее вдохновение. Он вернул в историю белорусского изобразительного искусства забытые имена, изучил творческую деятельность Франциска Скорины, гравюры Белоруссии прошлых веков. Его труд «Белорусская книжная графика 16-18 столетия» уникален. Стоит вспомнить и такие его книги, как «Искусство книги» Франциска Скорины, «Белорусская графика 1945-1977 годов» и монографии, посвященные художникам Последович, Филиппович, Севрука и другие его публикации. Их очень много, их сотни. Он первый из белорусских художников, который обратился к теме чернобыльской трагедии. И на работы, посвященные этой теме, равнодушно смотреть нельзя. «Судьба», «Похороны в чернобыльской зоне», «Дорога в зону», «Похороны зараженных деревень», «Образ матери» и многие-многие другие. Он очень тяжело переживал то, что случилось в 1986 году в его родном Полесье. Виктор Федорович Шматов работал в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора Академии наук Беларуси, а с 1991 года он возглавлял музей древнебелорусской культуры. И по его инициативе в музее был создан отдел, в котором экспонировались памятники этнографии, памятники белорусского народного искусства из Чернобыльской зоны. Он очень много сделал для того, чтобы сохранить эти вещи, эти уникальные предметы и перевести их в Минск, и экспонировать их в музее. Особой страницей в творчестве Виктора Федоровича Шматова являются картины, посвященные великим людям Беларуси – Купали, Скорыне. Это и лира, и лирник, окно и многие другие. Он очень любил повторять французскую пословицу: «Тебе нечего делать в Париже, если ты не знаешь своей деревни». Он считал, что белорусский национальный художник – это тот художник, который очень хорошо знает историю своего народа, его традиции, его культуру, его искусство и чувствует это сердцем. Творчасць мастацтвазнаўцы і мастака Віктара Шматава вельмі значная ў беларускай культуры. Яго кнігі гавораць самі за сябе. Гісторыя беларускага мастацтва шасцітомная. Ён рабіў 3 раздзелы: мініяцюра, гравюра, графіка. І гэтыя ж матэрыялы асвячаў у рускай, маскоўскай кніжкі таксама мастацтва ССР, куды грунтоўна ўвайшлі творы нашых беларускіх мастакоў. Сёння я хацела б сказаць менавіта пра Віктара Шматава з боку гледжання і адносін з беларускай энцыклапедыяй, таму што без яго шмат артыкулаў не ўвайшлі б у нашу 5-томную энцыклапедыю літаратуры і мастацтва Беларусі. Хацелася б яшчэ адзначыць кнігу вялікую вельмі Франциск Скорыны яго час. Гэта кніга была
была ўпершыню выдадзена, і гэта было, канешне, значная падзея ў беларускім кнігавыданні і гісторыі Беларусі. Ён даследаваў, у яго былі асобныя кніжкі, нават адна выйшла ў Парыжы. Хацелася бы зазначыць і пра яго творчасць як мастака. Калі ў Акадэміі навук выстаўка яго адбылася пасля Чарнобыля, я была здзіўлена, таму што ён для мяне быў заўсёды мастацтвазнаўца. І ён заўсёды ў кожны твор уносіў збыта нешта беларусаў. Яго палессе сядзела ў ім. Віктор Шматаў, калі ездзіў у Чарнобыль, і з натуры пісаў усе свае творы. А што такое з натуры? Ён піша бабак, якія засталіся і не захацелі паехаць. І бабкі яму казалі: адна не бедна, бедна дык адна. І надпіс пад яе партрэтикам. Віктор Шматаў пачынаў менавіта з гэтых бабак. Карціна яго маці, якая потым прайшлася шчасце такое, это самы моцны твор, я лічу, у яго творчасці. Вось такі ён быў. Ён працаваў, пісаў і спяшаўся аставіць пасля сябе, бо напісанае застаецца. В его характере сочетались такие качества и прекрасно сочетались, как простота, но не простодушие, как доброжелательность, но не мягкотелость, как мудрость, но не рационализм. Он очень хорошо разбирался в людях, он был прекрасным искусствоведом высокого класса, и поэтому его замечания, он часто говорил правду в глаза, его критика, естественно, нравилась далеко не всем. Он не любил пустых разговоров, пустого времяпрепровождения. Главное, это была работа. Нужно было много сделать. И он успел много сделать. Хотя в одной из записей дневника пишет: для чего я это все делаю? Ведь многое забудется, что-то будет не оценено. Но пока человек живет, надо что-то делать. И он делал. И то, что он сделал, это уникально, это надолго, это на все времена. Он очень трепетно, с большой любовью относился к своей дочери Марте. Она профессиональный художник, живописец, но никогда не давил на нее своим авторитетом и старался, чтобы она росла в свободе чувств, мыслей, своих творческих исканий и художнических приверженностей. В мае 2006 года в Национальном художественном музее Беларуси была открыта его персональная выставка. Он очень волновался, он очень ждал этого события в своей жизни. А 21 сентября 2006 он умер от инсульта. У него был не один инсульт. Физически он был очень здоровым человеком, но, наверное, и напряженная работа, и частые поездки в Чернобыльскую зону подорвали его здоровье. Ну а то, что он оставил после себя, его научное наследие, творческое, это надолго, это на все времена. Я хочу привести одну запись из его дневника. Я хочу, чтобы мои картины были похожи на задумчивые лица белорусских юношей и девушек и наталкивали зрителя на мысль о Родине, о ее прошлом, о ее настоящем, сегодняшнем и будущем. Виктор Шматов.
все равно, где бы мы не причалили, к островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять